Усім добрий вечір. У прямому етері телеканалу АТР Прайм, і я його ведучий Айдер Мождабаєв. Вітаю, дякую вам за те, що дивитеся ОТР в такі важкі часи, коли ми маємо єдину тему для обговорення. Це війна, в якій беруть участь різні абсолютно люди, українці, кримці, представники різних етносів. Не залежить нічого від цього, бо люди, які навіть інших країн, бо люди, які прагнуть свободи, і вони, в принципі, люди єдиної крові. І ця війна показує, що головна риса, яка має бути притаманною людиною, це прагнення свободи, і це прагнення допомагати або брати участь, або допомагати активно тим, хто цю свободу виборює на полі бою. Я сьогодні дуже радий, що знайшов час з нами поспілкуватися в прямому етері. Ігор Рейдман, людина, яку я дуже поважаю, і аналітикою, якою я щиро захоплююся, і вам усім щиро раджу підписатися на його телеграм-канал, на інші ресурси, де ви лише побачите Ігоря Рейдмана. Я просто раджу, така аналітика дуже рідко зустрічається, і я б хотів почати. По-перше, привіт, Ігоре. Я, на жаль, не чую пана Ігоря Рейдмана. Я режисером хочу сказати, що голоса Ігоря не чую. Щось сталося. Ігор, а ти мене чуєш? Алло. Прекрасно слышу. Добре. І у мене все нормально. Добре. Слухай, тоді давай почнемо з того, що вразило з твоєї творчості мене найближчим часом найбільше. Це твоє розслідування так званого або теракту у Крокус-Сіті Холлі в Москві. Абсолютно ти своє розслідування провів з відкритих джерел. І ти написав стільки абсолютно бездоганних текстів, де просто немає до чого чіплятися в плані логіки, і в плані, не знаю, там, фактів. Може бути, там спочатку все пересказувати не треба, але основні твої висновки про цю подію, про цей теракт, який так налаштував нібито росіян ще потужніше воювати з Україною, які ти зробив, власне, ти, враховуючи твій досвід і твою уважність і знання з країни і системи, з якою ми маємо справу у цій війні. Да, действительно, я, наверное, не буду излагать полностью это все подробно, потому что у меня немного там было логически в этой цепочке разных звеньев, я их подробно описывать не буду. Но вот смотри, начнем с контекста. Контекст этого теракта. В каком контексте он произошел? Произошел он сразу после выборов, когда многие российские представители политической верхушки, правящей верхушки путинской, прямым текстом стали заявлять, что нужно срочно увеличивать численность армии. Это сказал Шойгу и даже назвал определенные цифры. Это Песков заявил, что мы уже ведем не специальную военную операцию, а настоящую войну, причем не только с Украиной и Западом. Но и были многие такие же воинственные заявления. Причем это было после выборов. До выборов они пытались изобразить, что у них все хорошо, тихо, слаженно и прочее, прочее. Сейчас явные свидетельства были того, что они меняют повестку радикально или серьезно меняют повестку и пытаются от убалтывания населения, что у нас все хорошо, переходить к риторике в стиле «вставай, страна, там, на священную войну» и в таком духе. Причем это, если еще раньше копнуть, то даже по официальным социологическим опросам из их результатов было видно, понятно, что где-то с осени прошлого года, даже раньше, но с осени это совсем было видно, население как-то расслабилось. Заговорило о нормализации какой-то. Количество людей, которые заявили, что они хотели бы перехода, чтобы Россия и Украина перешли к переговорам, стало больше, чем тех, кто требовал войны до победного конца. То есть общество же не может в таком мобилизованном состоянии, в таком
воинственно-истерическом состоянии долго пребывать. Народ как-то расслабился. И до выборов это считалось, ну и нормально, хорошо, проведем эту процедуру переназначения Путина тихонечко, а дальше уже ситуация должна была радикально меняться. Народ нужно было, что называется, взбодрить, а вернее привести опять в такое состояние патриотической истерии, чтобы натравить активно на созданный или возобновленный, как-то обновленный образ врага в лице украинцев, и под этим соусом провести, возможно, новую волну мобилизации и точно эскалацию войны против Украины. Сейчас я отдельно, может быть, об этом поговорю, но я совершенно убежден, что Путин сейчас все сделает, все ресурсы валит именно сейчас, чтобы как-то переломить ситуацию, потому что стратегически для него именно сейчас есть такое окно, а потом оно, скорее всего, закроется. Так вот, нужно было вот такой теракт. Для Путина это стандартная совершенно история. Он пришел к власти за счет провокационных терактов, когда именно так и было сделано, когда ФСБ, как мы знаем из книжки Литвиненко, но и из других тоже многих источников, взорвала дома в Москве и Волгодонске, чтобы свалить это на чеченцев и тем самым оправдать Вторую чеченскую войну, а Путина представить единственным, возможно, спасителем российского народа, бедного, несчастного, незащищенного, от зловредных террористов. Люди склонны дублировать и копировать, вернее, свой успешный с их точки зрения опыт и применять его в других ситуациях. Я думаю, что Путин именно это и сделал. Он скопировал этот опыт раскачки войны, раскачки населения под Вторую Чеченскую для раскачки населения под вот эту эскалацию. Значит, дальше. Нужно было, в общем, мы договорились до того, что им нужен был какой-то вот такой повод для вот этой эскалации войны, мобилизации и прочее, новый какой-то теракт провокационный. Дальше. Понятно, что нужно было люди, чьими руками они бы могли этот теракт выполнить. Идеально были бы найти какую-нибудь группу, например, украинских каких-нибудь партизан или симпатизантов Украины среди россиян и прочее, и использовать их в темную, за счет них это происходит теракт. Но, видимо, ФСБшники такую группу не нашли. Но не нашли таких отморозков ни среди украинцев, ни среди каких-то российских оппозиционеров. Но такие отморозки, конечно же, у них в большом количестве имеются в составе различных групп, исламистских групп, которые они пасут, контролируют, взращивают, а потом в какой-то момент, как, знаете, как какого-то бычка вырастили, а потом его режут, да? А потом в какой-то момент их убивают или якобы при штурме там квартиры или что-то в этом роде, или сажать на длительные сроки. Таких случаев было множество, и это расследовала в том числе Ирина Славина из Нижнего Новгорода, которую потом ФСБшники затравили, довели до самоубийства. И не только одна, можно найти множество следов таких расследований. Вот, то есть использовали группу исламистов. Да, они сами же и создают эти группы из числа мигрантов из Центральной Азии, таджиков и других, представителей других центральноазиатских республик. Вот, значит, они, соответственно, нашли такую группу, или, вернее, она уже у них была, они ее раскачали. И дальше, если раньше, в ситуации, когда им нужно было просто звездочки получить, они брали эту группу, взросшенную ими же самими, до совершения теракта, то сейчас у них другая была политическая задача. Им нужно было взять эту группу после совершения теракта и при таких обстоятельствах, чтобы было удобно перевести стрелки, свалить это все на Украину. Соответственно, они взяли уже, я думаю, что они помогли провести этот теракт. Технические детали мне как бы неизвестны, как и всем, но совершенно очевидно, что эта группа совершенно не имеющих никакого террористического или боевого, любого военного опыта гастарбайтеров вряд ли бы могли совершить такой масштабный и ресурсоемкий террористический акт. ФСБшники, видимо, им помогли. При этом ФСБшники не препятствовали контактам с ИГИЛ, и контакты с ИГИЛ у них были. И это очевидно из той информации, которую сама ИГИЛ Хорасан распространяет. ИГИЛ Хорасан, естественно, не знал, что эти таджики, исламисты, с которыми они контактировали, находятся под колпаком, под контролем у ФСБ. И значит, соответственно, все эта операция была проведена, взяли их сознательно, погнали сначала к украинской границе, потом там же их и взяли, перевели стрелки на Украину, начали против антиукраинскую истерию массированную, как и предполагалось. Но они не учли только одной ситуации, что ИГИЛ
обидеться. ИГИЛ-то не знал, что эти ребята были под контролем ФСБ. И они решили, игиловцы решили, что у них пытается украсть победу. Они, их люди, как они считали, да, совершили такой террористический акт мощный, о котором говорит весь мир, а ФСБшники пытаются это свалить на каких-то украинцев. И ИГИЛ предоставил фактически доказательства того, что эти террористы были в контакте с ними, с ИГИЛом. И поэтому эта вся история полностью провалилась вовне России, и ее сложнее будет продвигать и внутри России тоже. Но вот такой тупой телеплебс, телестадо такое, оно, конечно, схавает что угодно, даже такую совершенно фантастическую историю. Поэтому все-таки в какой-то степени им эта провокация удастся использовать. Не в такой, я думаю, степени, как удалось использовать ту провокацию, провокационный теракт, взрывы домов в Москве в 99 году, но в какой-то степени, я думаю, все-таки им удастся это использовать. Какие-то уже даже есть информация, что увеличилось число людей, которые идут по контракту. Ну, конечно, это трудно все проверить, тем не менее, возможно, в начале, по крайней мере, они им все-таки такие ура-патриотические, шовинистические, истерические и прочие настроения в обществе как-то возбудить, по крайней мере, в какой-то среде удастся. Ігоре, а згадай ситуацію ту, про яку ти згадав, от щойно про так називаємо історію з цукром, мішки з цукром, це Рязань. І там, я нагадаю коротко, там при спробі замінувати будинок багатоквартирний, багатоповерховий, ну як у Москві двічі вдалося, там були затримані невідомі особи, які виявилися зрештою співробітниками ФСБ, або як тоді називалося, може трохи по-іншому, спецслужба російська, не пам'ятаю. І спочатку інформація, яка потрапила у публічний простор, була така, що затримали терористів. Причому там навіть міністр внутрішніх справ тоді про це у прямому етері заявляв. Що це були часи, коли умовна демократія і свобода слова була. А потім якось так все переграли, що нібито нічого такого і не було. Це тренування, якесь щось інше таке, да? І суспільство, яке проковтнуло два підірваних будинки в Москві з людьми, я підкреслюю, з людьми. Це якийсь ефект в скайпі, бачиш, не треба так робити. Руку підняв і ну, коротше, щось дивно. Ну, значить, а чому суспільство не повірило в те, що, ну, грубо говоря, повірили в версію влади про те, що будинки вибухнули там це через терористів, нібито чеченських, а тут вони просто як повз очей це припустили. Якщо це тоді спрацювало, чому не повірили в те, що це влада намагалася підірвати третій будинок? Айдер, поясни, пожалуйста, вопрос. Я все-таки не владею в полной мере украинским. Ну, короче, очень если коротко, то почему было два удачных взрыва ФСБшных в Москве, потом была неудачная попытка заминирования в Рязани, да, но почему в итоге люди, там, по-моему, еще Волгодонский дом взорвали, да, в каком-то небольшом городе, вот 3 дома взорвали, да, но почему люди, причем информация это была, что это вот ФСБшники закладывают мешки с ФСБшникам. Да. Да. Во-первых, нельзя все-таки преувеличивать степень свободы, которая была в 90-е годы, тем более в конце 90-х. В общем-то, российские СМИ, большей части российских СМИ все-таки власть уже манипулировали. И тогда ну, например, по Первому каналу, да, откровенно уже шел разгон античеченской истерии, по большинству каналов шел разгон античеченской истерии, НТВ, кстати, тогда держалась еще, а остальные каналы откровенно ее разгоняли. Это во-первых. Во-вторых, вообще как бы российское общество, оно, конечно, склонно к ксенофобии. Это прекрасно известно, это было всегда, это было даже в советские времена, когда якобы должен был, по крайней мере, царить какой-то интернационализм. В действительности ксенофобией общество было проникнуто просто снизу доверху.
что называется. И, конечно, человеку с ксенофобским мышлением проще поверить, что террористический акт совершили какие-то чужие, да, чужие чеченцы, мусульмане, там, украинцы, чем свои ФСБшники. Потому что ФСБшников или представителей правоохранительных органов, конечно, российские власти, российское общество все-таки, несмотря на то, что, конечно, они там могут иметь какие-то претензии к ним, но это типа свои, на москвичи для москвичей, русские для русских и так далее, и так далее. Поэтому проще всего, и Путин этим пользуется, переводить стрелки когда происходят любые неприятности от себя, от власти, от спецслужб на каких-то вот условных чужих, на врагов. Поэтому такие обычно пропагандистские акции, они довольно успешны. Як же легко працювати Путіну і ФСБ його з таким населенням, просто неймовірно. І пройшло там більше ніж 20 років, і фактично повторені того, і багато аргументів проти того, що це взагалі якісь там про Україну тут могла згадати лише Юлія Латиніна, але ми за дужками її залишимо цю аналітичку. Скажи, будь ласка, а які для тебе є найпереконливіші докази того, що це точно не Україна? Що ФСБшники зробили так, неакуратно, там якось грубо, брутально, що просто кидається в очі, і це можна пояснити навіть умовному там росіянину, який може дивитися зараз на цю програму і чути твої слова. Да, это действительно так. Они сработали ужасно, грубо, абсолютно неправдоподобно. Они просто, как говорил Жванецкий все время, в свое время, я помню, тщательнее нужно. То есть они не заморачивались вообще, чтобы какое-то правдоподобие всему этому придать. То есть, это не профессионализм, это лень. И это вот российская такая традиция, особенно во власти, и так сойдет. Ну их так, что париться, и так сидят, и так схавают. Потому что там столько противоречий. Вот даже вот эти показания, которых выбили из этих таджиков, да, о том, что они ехали почему-то в Украину, чтобы получить, там им, значит, окно в границе дали украинцы, как будто бы в российской там нет границы, да, и там только с одной стороны заминировано. И что, значит, можно дать окно, а российскую они должны были как по маслу проехать. И что они приехали в Киев, чтобы получить 1 000 000 рублей, заметь, 1 000 000 рублей. Конечно, в Киеве, видимо, сейчас самая распространенная валюта и самая желаемая валюта для населения — это рубли. То есть абсолютно, конечно, они сделали это все дико топорно, но самое обидное, что значительная часть населения российского, по крайней мере, вот те, кто сидят на игле телепропаганды, они и в таком виде это все за милую душу схавают. Ну і який результат? Який результат? Ми вже чули про те, що нібито 15 тисяч прийшло за контрактом. Ну, це теж пропаганда, здається. Може бути більше, може бути менше, бо йдуть за грошима, зрештою, заробляти, а не через пропаганду. Пропаганда не головний аргумент. Але все ж таки, чи вплине це на настрої російського суспільства? Я чому тебе питаю? Ти ж соціолог за своїм минулим фахом, і ти, знаю, уважно стежиш за їхніми соцопитуваннями. Ось нещодавно я бачив результат, що 77, здається, відсотків підтримують війну до перемоги, з російського боку, 15 не підтримують, і решта, вона не визначилася, їй байдуже. Ну і взагалі, які думки переважають в російском суспільстве зараз, на твою думку? Знаешь, мне кажется, что вот эта провокация, она не придет к такому радикальному, что ли, успеху российских властей, как это было в 99 году. Сейчас общество все-таки другое, менее подвержено, скажем, та часть людей, которые подвержены пропаганде, она, конечно, это все схавает за милую душу. Но есть момент один. Дальше, что хотели организаторы провокации, чтобы люди воодушевились и действительно пошли куда-то к военкоматам, пошли, значит, требовать, чтобы их отправили на фронт, чтобы они поддержали новую волну мобилизации, стали требовать на Киев, что-то такое. Вот этого все не будет, потому что общество социально атомизировано, оно потребительское в значительной степени, ленивое, крайне индивидуалистичное, и оно болеет за наших у телевизора, довольно кровожадное в этом смысле.
и жаждет крови, но так, чтобы это ему показывали по телевизору. Сами они рисковать своей собственной драгоценной жизни в подавляющем большинстве не готовы и совсем не рады перспективе какой-то большой глобальной войны, расширения военных действий и так далее, и так далее. Все это им, в общем-то, не нужно. И, как я уже сказал, было ощущение усталости большинства общества от войны. В действительности каких-то вот резких антивоенных настроений не было, но было ощущение усталости. То есть если совсем не как бы, ну так по-дилетантски это все сказать, без цифр, без всего, что значительная часть общества просто говорила, ну слушайте, уж давайте закончим это все. Конечно, проигрывать они не готовы были, но вот как бы это рассосалось, да, вот как чири на ноге. Ну уже пора, сколько уже, давайте уже, чтобы это рассосалось. И задача была вот этим терактом как бы опять население возбудить, чтобы оно какие-то активные начало действия предприниматель, по крайней мере, не препятствовало, чтобы его гнали там на убой и прочее, прочее. Я думаю, что эта задача не будет решена. Они уже приводят какие-то цифры, что кто-то там пошел на фронт. Я думаю, что да, увеличилось, наверное, число, которые пойдут на контракт, но это все, ну там плюс-минус, там условно 5000 в этой ситуации это не играет такой большой роли. Вот именно мобилизации такой общества, военной мобилизации общества, такого боевого духа какого-то, который бы хотел видеть в этом обществе российские власти, я думаю, нет и не будет. Ну, я би запитав тебе ще на чому базується така твоя думка, бо ну зараз ми спостерігаємо за надзвичайними ситуаціями, пов'язаними з водосховищами. Ну там затоплений Орск, Оренбург там вже теж підтоплений. Люди там один на одного дивляться, значить, це кидається в очі українцям, до речі, те, що росіяни не дуже допомагають один одному. Вони кажуть, ну у вас там щось затонуло, ну це ж ваша проблема. А у вас там це ж ваша проблема. Так, у нас своїх проблем достатньо, абсолютно. От така думка панує. І це українці дивує. Ось я був в етері у Роми Цимбалюка, і там співведуча його запитала, що дійсно їм байдуже, тобто чи буде там сусід живий, чи не буде. Я кажу, ну от так. Да, це точно не про солідарність, це суспільство. З іншого боку, дійсно там серія таких подій. Вода, хтось вже пише про спеціальну водну операцію, тощо і ситуація там не ну вона не ідеальна, скажімо, в рейку ситуація. Які настрої зараз панують? Бадьорі такі, ми все ж таки переможемо, або ну блін, в нас тут води по горло, а ви тут ще й з війною. Ось і чи схоже це взагалі на ситуацію, наприклад, часів Першої світової війни? Коли вдалося владі, до речі, підняти суспільство за віру царя, батьківщину, йшли мільйонами тоді. А зараз так, думаєш, не буде? Нет, я думаю, так не будет. Я уже говорил, что общество атомизировано и настроено скорее на потребление, чем на какие-то подвиги ради великих идей или преступных идей, неважно. И принцип основной «моя хата с краю». Да? Никакой солидарности. Вот действительно есть же районы, где такого кризиса явного. Например, вот в Орске там все затопило, или в Белгороде периодически происходят какие-то боевые столкновения. Но в условной Москве абсолютно это по барабану людям. Абсолютно плевать на это. Понимаете, то есть Россия не, кстати, к счастью, да, российская нация, так условно, она не стала некой вот такой мобилизованной, единой нацией с одной политической волей, да, как были, например, немцы во времена Гитлера. Или даже, ну не все, конечно, но значительная часть советских людей, по крайней мере, в РСФСР, во времена там Сталина или во времена Второй мировой войны. Такого нету. Нация, она разрознена абсолютно, сегментирована на разные социальные страты, группы, разные сообщества. То есть, условно, да, есть, например, вот такой, условно, нищие регионы, где живут очень бедные люди, нет работы. Они готовы продавать свою шкуру за, скажем так, не очень высокую по европейским, но очень высокую по их региональным стандартам зарплату. Реально готовы идти по этому воевать. Не потому, что они за веру царя Отечества или за Путина там и Абрамовича или еще за кого-то, а потому что просто они считают, что это нормальная работа, а у них другой работы нет. И все.
И так. Есть какие-то действительно идейные отморозки, но их совсем мало. И причем эти идейные отморозки, они предпочитают тусоваться где-нибудь в телеграм-каналах военкоров и там метать громы и молнии в сторону Украины, чем идти действительно реально на фронт. Таких есть, да, там какое-то волонтерское движение, но это все равно единицы, единицы. В целом общество, как я уже сказал, не представляет вот себе такой, значит, единый громящий кулак, как писал в свое время Владимир Маяковський. Ну там у Росії ще є одна проблема, яка нікуди не зникає ніколи. Вона існує, ти це теж про це згадав, це ксенофобія. Тобто це суспільство не лише там розділене на там багатих і бідних, там на мешканців Москви або там Тули, або там Сибиру. Ні, це в кожному з цих міст, сел, там селищ є ще й національне питання. Це важкувато, напевно, уявити українцям, але є міста, і великі міста, і маленькі міста, де ти просто на вулиці вже не побачиш, ну, умовно кажучи, російське обличчя, як ми його собі уявляємо. Так, це будуть або працівники, там вони їх називають гастарбайтерами, ну вони з багатьом наслідують німці. Гастарбайтери – це такі бідні працівники, які чорну роботу роблять замість корінного населення. І там ось багато хто мені там пише, каже, що просто йдеш вулицею і жодного там русского лица не видно просто, так? А зараз після цього теракту він ще один же ефект є, який ми з тобою не обговорили. Це ефект ненависті, підвищеної ненависті до таджиків, зокрема, але ну ми ж розуміємо, де таджики, там і всі решта. Ну яка різниця? Чорні і чорні, так? Ось що на міжнаціональному фронті може щось статися тут. Ну інтерес у нас дуже простий в українців. Ми хочемо, щоб всі ці протидії, там протистояння один одному, щоб воно просто підвищувалося, бо це зверне їхню увагу один на одного, і вони таким чином від нас відв'яжуться, просто як маніакальні ідеї, коли на твоїй вулиці йде війна, бійка там з якимось, да, тобі зазвичай не до українців, так? Що там ось на цьому фронті? Бо я останнє, коли був у Москві, там, да, там усі всіх ненавиділи, але вбивали, дійсно. Але все ж таки таких масових бійок не було, такого не було. Чи може зараз статися якась там міжнаціональна, міжетнічна криза в деяких містах або в регіонах, на твою думку? Понимаешь, это действительно так. В России межнациональное противостояние было всегда, и сейчас оно тоже соприсутствует, и ксенофобия коренного, что называется, это, скажем, не так. Ксенофобия, особенно в Москве и особенно в крупных городах по отношению к представителям нацменьшинств, и прежде всего по отношению к гастарбайтерам, тоже существует и существовало. Вопрос в том, выльется ли это в какие... И, конечно же, стремление к независимости в национальных регионах России, в, скажем так, колониальных, покоренных Российской империи регионах тоже существовало и существует. Но выльется это во что-то, в какой-то реальный разрушительный политический какой-то процесс, который может разметать, да, вот этот путинский режим. Это все может произойти только в случае резкого ослабления федерального центра. Пока федеральный центр имеет в своих рычагах военные, силовые, финансовые, политические, пропагандистские механизмы, они будут, что называется, пасти народы и будут поддерживать в этой тюрьме народов, как говорили про Россию еще в XIX веке, какой-то более-не менее стабильный порядок. Как только федеральный центр в результате каких-то, например, внешних событий, да, например, в результате военных поражений или в результате каких-то внутренних катаклизмов типа путча Пригожина, который, к сожалению, был в самом начале, закончился, да, придет, ослабнет, распадется, когда станет там какие-то разные центры силы внутри федерального центра вступят в конфликт и будут использовать, в том числе и межнациональную какую-то проблематику в своих целях против своих конкурентов. Конечно, все это выйдет, как это вышло во время перестройки из-под поля, все эти настроения. И я думаю, что это будет серьезный, конечно, внутренний катаклизм, внутренний какой-то, может быть, взрыв
уже не такой социально-национальный, потому что очень много социальных противоречий и национальных противоречий, и противоречий между федеральным центром и регионами, не обязательно национальными. И все это, безусловно, может сдетонировать и к чертовой матери этот режим разнести. Но произойти это может только если федеральный центр ослабнет. Ну, грубо кажучи, Путін не зможе просто бути заміненим на когось іншого. Це обов'язково буде якась криза. Ну, в будь-якому випадку, там щоб не сталося, да. Тобто, центр федеральний, так званий, він не сприймається росіянами як дещо там окремо від Путіна. От Путін є, це наш центр федеральний. Якщо не буде або щось станеться, це таке там якийсь там переворот, да, путч якийсь, да, то послаблення російського рейху в цілому, воно ну обов'язково, на твою думку, так? Я думаю, что да, это так, тем более надо же учитывать, что путинский режим, он такой ярко выраженно персоналистский режим. Все завязано на одного человека. Вот когда говорят, в том числе и некоторые оппозиционеры, что вот ну, не будет Путина, будет кто-нибудь другой, и ничего не изменится, это, конечно, полная чепуха. И мы можем опираться, прогнозировать будущее, исходя из анализа прошлого, да, из примеров прошлого. В России всегда после длительного правления какого-то автократа начинался бардак и реформы. Бардак, революция, реформы. Я просто не буду грузить разными историческими сведениями наших слушателей, но это было всегда. И поэтому я совершенно не сомневаюсь, что после, как бы Путин не ушел, там, просто, не знаю, умер от болезни, да, или его там устранили бы враги, или что бы ни произошло, в любом случае будет условно в начале некая попытка коллективного руководства, и, как всегда было, да, олигархата какого-то, потом они быстро, очень быстро друг с другом все переругаются, и начнется бардак и хаос, а потом как бы будет уже новая реальность, которая будет принципиально отличаться от того, что было при Путине. В любом случае, по крайней мере, никаких ресурсов для внешней экспансии у них не будет, потому что они будут разбираться друг с другом. Ну, дійсно, це персоналістський режим. Я коли кажу, що Путін, в принципі, це обраність народу, я маю, тобто, це він якби твір народу. Це так, але я маю на увазі стратегічно, що якщо залишити всі ці механізми відновлення рашизму, він буде відновлюватися і з іншими іменами, неважливо, це Путін або ні. Але якщо дійсно не буде Путіна, там все одно буде якась смута. Ну, від цього не обійдеться, ну ми знаємо. Тобто, враховуючи те, що ти сказав, те, що ми всі знаємо, що ненависті дуже багато всередині так званої Росії, і проблем багато, і просто фюрер він може сконцентрувати там суспільство на чомусь, на маніакальній ідеї, наприклад, війни з Україною, або просто залякати когось. Коли немає фюрера, немає, грубо кажучи, там ватажка, вожака, да, то тоді в банді завжди щось відбувається. Це взагалі в будь-якому випадку, це принаймні на короткий термін, це шанс. А далі просто не треба давати відновлюватися системі, яка народжує нових фюрерів в Росії, як це зазвичай було. Так? А взагалі, ось як ти думаєш, це може більш філософське питання, але багато хто, мені здається, повторює ці стрибки на граблі. Ну, ми знову Росію, є шанс, ми Росію виправимо, вона стане іншою, демократичною. Це все неправда, це не Путін, ми інші. Дайте нам шанс, потім шанс, потім там короткий термін, там якихось реформ, а потім знову черговий Путін. І здається, що це таке замкнуте абсолютно коло, так? Є в Росії вихід з цього кола історичний, або може бути лише в тому випадку, якщо Росія буде інакшою сама по собі, то не буде федерацією цієї там, ну фактично імперією. Взагалі є шанс у тих людей, які кажуть, що вони мріють про якусь прекрасну Росію майбутнє. Да, но понимаешь, все-таки история движется не по кругу, а по спирали. Все-таки события не могут повторяться, ну так буквально, да. То есть я не думаю, что, конечно, будет какая-то опять перестройка, там, потом опять новый Путин придет. Нет, конечно, я думаю, что абсолютно даже уверен, что все-таки ситуация будет несколько отличаться. Потому что меняется же все, меняется технологии, меняется геополитическое окружение, меняются процессы и
что будет потом, после, как путинский режим рано или поздно неизбежно крахнет. Причем крахнет он, к сожалению, я думаю, в результате не внутреннего какого-то там революции или еще чего-то в этом роде, а в результате военного поражения. Потому что Путин не может остановиться, он продолжает и будет продолжать, пока жив, экспансию свою, как Гитлер, например, это делал. И в любом случае эта его экспансия рано или поздно ему шею в результате этой экспансии свернут. И дальше что будет после этой ситуации, предсказывать очень трудно. Но я практически убежден, что Россия как империя больше Россия как империя больше существовать не будет в любом случае. Просто потому, что исторически все империи уже давно распались. То есть то, что Россия осталась как империя, это некий исторический нонсенс. Если мы там вспомним в 20 веке, 20 век там смерть империи, да, германская, австро-венгерская, британская, французская условная, хотя она республика, но французская империя в смысле колониальных территорий, все они распались, да. Осталась только российская. Российская, она была в 91 году так по краям от нее отвалились части, да, к счастью, но она в целом как империя осталась, и этот остаток имперский, он пытается восстановить, как мы видим, да, полное былое, как им кажется, величие. То есть опять захватите те колонии, те зависимые территории, которые смогли уйти в 91 году. И дальше уже этого, конечно, не будет. Что будет дальше? Какая это будет страна? Как она будет организована, какие это будут страны, может быть, и никто не знает. Конечно, какая-то историческая Россия останется, как осталась историческая Франция или историческая Великобритания. Но в каком она будет в объеме существовать и как, сказать трудно. Главное, что она, конечно, не будет уже империей, да, не будет этой огромной махиной, управляемой из одного фактически, даже не то что города, а из одного городского квартала, да, центра Москвы, куда высасываются все соки из других регионов, из вообще земли, которую они контролируют. И это все исторический нонсенс, который существовать не будет и не может. Вы скажете там, Китай империя. Китай все-таки не империя, Китай это монолитная довольно территория, где подавляющее большинство населения составляет китайцы, хань, и у которых есть как бы две колониальные территории: Синьцзянь, уйгурский автономный район и Тибет. Вот. А США тем более не империя. Так что Россия, по сути, единственная, вот такая, как бы называли Австро-Венгерскую империю, лоскутная империя. Вот лоскутная империя, и Россия тоже лоскутная империя, к которой пришиты каким-то боком, да, совершенно разные регионы, и культурно, религиозно, этнически, по уровню экономического развития, по каким-то специфическим культурным традициям. Ну, то есть абсолютно, то есть пришили там какими-то сапожными какими-то нитками, да, к Якутию, к Чечне, там, я не знаю, Туву, к Санкт-Петербургу и прочее, прочее. Это абсолютно искусственное формирование, именно имперское, которое может вставать только на насилии, только на грубом насилии и на подавлении свободы. Пока эта империя не распадется, не только национальные регионы, но и сами русские, россияне не будут свободны, они будут всегда находиться в состоянии, скажем так, жесткого гнета имперского. Потому что по-другому империя существовать не может. Это империя. А скажи, наскільки схоже це може бути? Ну, як приклад, просто є дві країни, ну не дуже нормальних на тлі загальноєвропейського союзу. Так, це Сербія і це Угорщина. Це Орбан, майже вічний уже, і це сербський там лідер, який теж проросійський. Ну і взагалі проросійські настрої там панують і там, з різних причин. А може і не проросійськість настільки в Угорщині, а просто проімперські. Тобто угорці, вони дуже часто згадують про велику Угорщину від моря до моря. Ну, правда, там Сербія ще якби претендує на те, щоб бути від моря до моря. Там ну я згадую про Югославію в першу чергу, про таку радянську імперію, комуністичну імперію. От ось вони є. Нації ці серби і угорці, ну і там ще словаки, вони не знають, завжди шукають там словацьке суспільство на якусь сильну руку. Ну так вони влаштують, я не знаю чому. Ну це нехай вони розбираються. Але от ці колишні потужні держави, яким були підпорядковані сусіди, які там мають діаспори, і в Румунії, там, наприклад, угорська діаспора є, там і в різних країнах навколо, вони, може, і хочуть стати знову імперією, але в них немає ножик і ручок, як то кажуть. Так? І чи можна уявити собі Росію в такому стані? Бо дійсно
космос вони всі не полетять точно, так? І напевно вони не зміняться. Ось з сербами, попри поразку у війні, це не відбулося. І з угорцями, попри там всі світові війни, в яких вони завжди угорці були на боці зла, яке програвало зрештою. Але все одно вони залишилися імперцями, якимись там шовіністами, ксенофобами тощо. Може бути щось типу того з нинішнім російським рейхом. Смотри, вот какая ситуация, да, я про Сербию сейчас не могу сказать, но про Венгрию могу. Дело в том, что ведь ничто тоже не стоит на месте. Вообще как бы Орбан, да, и вот это право националистическое с имперским ресентиментом часть Венгрии, это уходящая натура. Это, скажем, молодежь, жители крупных городов, они ненавидят Орбана примерно так же, как мы там ненавидим Путина. И в Будапеште его просто ненавидят. И мэр Будапешта крайне против Орбана и прочее, прочее. То есть вот этот имперский ресентимент, это тоже не навечно. Когда дальнейшие, скажем так, в неком довольно обозримом будущем, когда условно это старики уходят, а молодежь становится основной частью избирателей, когда урбанизация приводит к тому, что в городах живет все больше населения, а глубинка пустеет, и все эти процессы, и, кстати, такая ситуация не только в Венгрии, но и в многих других странах, в той же Германии, все эти вот процессы, вот эти квази-имперская такая реакционная публика, она все меньше ее и меньше становится. Абсолютно уверен, что лет через 10, конечно, раньше, но очевидно, что лет через 10 очевидно. Там следа уже от Орбана не будет, от его людей, и будут вспоминать как о каком-то больном сне. А будут у власти те люди, которые голосуют в города, на которых голосует молодежь, образованные люди, то есть сторонники европейского пути и демократы. Потому что это как бы логика развития, да, это логика смены поколений, это логика урбанизации, понимаешь, это как бы неизбежные процессы, которые идут. В тех же Штатах, да, при том, что это, конечно, медленно, но тем не менее этот процесс идет. Да, Трамп еще как бы что-то как-то на плаву держится и прочее, прочее. Но он опять-таки держится за счет, опять-таки, жителей глубинки, за счет большей степени людей старшего поколения. И даже в том же Техасе республиканцы Трампа, их результат ухудшается от выбора к выбору, потому что в Техасе есть тоже крупные города, которые развиваются, и там развивается IT-отрасль, и туда приезжает все больше айтишников и больше продвинутых людей. И такие процессы, они идут как бы по всему миру. Нечто похожее, я уверен, будет и в России. Даже если мы сейчас смотрим на состояние общества, то чем моложе люди, это абсолютно очевидно по любым соцопросам, тем они менее поддерживают Путина и войну. И наоборот, чем старше люди, тем они больше поддерживают Путина и войну. То есть молодежь, это, кстати, отличает очень сильно и в хорошем смысле, для нас в хорошем смысле, Россию нынешнюю от фашистских, нацистских режимов. Те опирались на такую энергетически заряженную идейную молодежь. В России такой молодежи нет. То есть, вернее, есть, но и она очень немногочисленна. Это не то, что не большинство, это какие-то маргинальные секты, да, там вокруг какого-нибудь Стрелкова, Гиркина, и то там, я не знаю, насколько они там молодые, по-моему, они уж тоже не все довольно приличном возрасте. Вот. А молодежи это все до фонаря. Молодежь настроена абсолютно прозападно, потребительски и так далее. Я вот какой еще момент скажу. Особенно это заметно даже не на опросах, которые, когда в лоб их спрашивают, там, вы за войну, вы поддерживаете действия России в Украину? Конечно, там большинство людей, которые поддерживают, скажут чур меня, и уйдут. А вот интересный момент. Как проводит опрос, связанный с отношением к Израилю и Палестине, к израильско-палестинскому конфликту. Кто на чьей вы стороне, Израиля или Палестины? Понятно, что российская пропаганда вся топит за Палестину. Старшее поколение, все, мы за Палестину, там 80%. И чем моложе, тем позиция Израиля улучшается, усиливается, а позиция Палестины ухудшается. Самые молодые люди, то есть среди опрошенных, 18-25 лет, большая часть за Израиль, меньшая за Палестину. То есть они ориентируются не на российскую пропаганду, а на условно мнение западного мира. То есть западный мир за Израиль, и они за Израиль. Ну вот и все. Так что эта ситуация, которая сейчас есть, она не будет вечной. Безусловно, не будет. Тут ще був такий приклад. Ну я не порівнюю Туреччину з Росією абсолютно. Так, там суспільство інше, там завжди була конкуренція, так чи інакше. Там була завжди приватна власність, там не було комунізму тощо. Але Ердоган
вигравав 22 роки поспіль. Це фантастично для Туреччини цифра. Його партія маю на увазі. Ну він там зазвичай весь час він був на головній ролі, хоча називався там прем'єром або президентом, неважливо. Партія Ердогана. І раптом партія Ердогана програє муніципальні вибори, причому програє в усіх майже крупних значучих і вагомих містах. Ось що сталося при тому, що Ердоган, нібито багато хто вже його навіть диктатором називав. А ось бачиш, що він навіть визнав поразку свою. Да, кстати, вот это тоже та же история абсолютно. И Эрдоган, и Орбан, и другие, скажем так, консервативные силы, правоконсервативные силы, национально-консервативные или религиозно-консервативные, они проигрывают города. Польша то же самое. Крупные города проигрывают у молодежи, в Штатах то же самое, во Франции то же самое, в Германии то же самое. И выигрывают глубинки. Но глубинка — это уходящая натура. Поэтому будущее как раз за теми людьми, которые голосуют против Эрдогана в крупных городах, за молодежью. Потому что процесс урбанизации продолжается, процесс смены поколений продолжается. И в России другая немножко ситуация. В каком смысле? Что здесь просто население, скажем, Эрдоган там нарушает права человека и так далее, но он не уничтожил, не разрушил полностью демократические институты. Путин, их слабые, рахитичные, неправильные демократические какие-то ростки даже демократических институтов, которые были в 90-е, он разрушил полностью. В России нет выборов как институции, нет независимых судов как институции, нет независимых СМИ как институции, нет парламента как реального центра власти. Это все, нет политических партий. Все это абсолютно чистая профанация, как было, я не знаю, в СССР или в ГДР. Так что другая ситуация, и поэтому понятно, что они нигде выборы теперь проиграть не могут, потому что выборов нет. Есть фарс. Раз они его сами разыгрывают по нотам, этот фарс, понятно, что они не отдадут, они знают результат, знают конец, и не отдадут власти нигде. Даже, я не знаю, в какой-нибудь деревне, в каком-нибудь городском поселке городского типа. Да, то есть ситуация другая. Но если это как бы институция восстановится когда-нибудь, то в России, я думаю, что она восстановится неизбежно, как и во всем мире. Но я думаю, и в Китае тоже будет когда-нибудь свободный выбор. Вот, то ситуация будет, я уверен, кстати, совершенно. Потому что когда, если мы возьмем, да, условно какой-нибудь Тайвань, да, или Гонконг, то есть когда люди предоставлены самим себе, когда нету вот этой партийной номенклатуры, партийной олигархии, то они, конечно же, не склонны там выбирать себе каких-то новых диктаторов, да, абсолютно. Это диктаторов порождает авторитарный, в общем-то, режим. И если бы в России была настоящая демократия в 90-е годы, приход Путина был бы невозможен. Путина привела именно группировка, олигархическая группировка вокруг трона Ельцина. Как и Гитлера, кстати, к власти. Да. Причем, если Гитлер имел какую-то популярность довольно серьезную, но не абсолютную популярность, и до прихода к власти, то Путин вообще до прихода к власти был никем. Его сделала ельцинская семья, финансы олигархов и телепропаганда. Все. Вот, значит, да, так возвращаясь к нашим баранам, если выборы все-таки когда-то будут, то я думаю, эти поколения, которые сейчас подрастут, люди, которым сейчас в России там до 25 лет, они не будут ни имперцами, ни шовинистами, ни ксенофобами. Абсолютно. Если их не будут накачивать с детства, если как бы удастся разрушить режим, и их не будут, как сейчас, накачивать с детского сада вот этой всей мерзостью, а сейчас их накачивают с детского сада, всей этой уропатриотической, шовинистической, победобесной мерзостью, то, конечно, они сами по себе, они вдруг по каким-то своим, я не знаю, генам или еще чем-то не станут вдруг как фашистами. Как не стали и немцы, кстати. Хотя уж сколько было голосов, и об этом говорила и еврейская интеллигенция, и немецкая интеллигенция, которая эмигрировала, что вот мы, немцы, обречены, видимо, быть служаками, быть милитаристами, особенно прусаки, вот не все немцы, особенно прусаки, мы обречены быть милитаристами, там, любить войну, все подчинение там, и так далее, и так далее. Я сейчас живу в Берлине, это центр Пруссии. Пруссии, кстати, нет уже. Такой земли нет. Именно ее уничтожили как землю. Это, кстати, хороший пример. Именно после Второй мировой войны, чтобы прусский милитаризм не возродился. Но, тем не менее,
Берлин считался, был столицей Пруссии. Сейчас, мне кажется, более пацифистского и такого раздолбайского города в Європі нет. Ну, Ігор, тут є різниця. Німці сплатили велику ціну, а у твоєму сценарії жодного слова немає про ціну, яку мають сплатити росіяни за те, що вони зараз роблять, що вже зробили з Україною, що ще зроблять. Якщо вони не сплатять ціну, як вони будуть вважати це поразкою? Вони будуть вважати це помилкою особисто Путіна. І все. А далі нове життя, новий фюрер. Тобто в німців була ціна, ну погодься. Я, кстати, считаю, здесь ты прав. Я, кстати, считаю, что такого не произойдет, что вот сейчас вдруг, значит, Путина вдруг какие-то, я не знаю, революционеры-заговорщики свергнут, и Россия вдруг станет хорошей. Нет, конечно, такого не произойдет. Но сначала будет действительно цена, военное поражение, шок и трепет. А после этого военного поражения, шока и трепета будут медленные, но неизбежные процессы, скажем так, возвращения здравого смысла, да, и ухода из этого безумия шовинистического. Знаєш, зараз Росія намагається не лише там атакувати Україну все сильніше і сильніше. Так, є дані про те, що Росія дестабілізує Молдову. Ну, про Грузію ти знаєш про ситуацію, там вплив російський великий, і дестабілізація Молдови здається такою, ну, правильною для них логічною річчю. Чи вдасться їм це зробити, чи вдасться їм повернути до влади проросійських діячів, чи все ж таки Молдова проєвропейська стоїть? Мне кажется, что у них сейчас нет ресурсов. Они пытаются, конечно, дестабилизировать Молдову, но мне кажется, что Россия сейчас так плотно завязла в войне против Украины, что у них сейчас нет ресурсов влияния на еще другие страны. Мы видим, что с начала войны против Украины влияние России на постсоветском пространстве только ослабевало. Мы видим, что фактически они уже потеряли Армению, мы видим, что они, скажем так, даже уже Казахстан взбрыкивается, и некоторые республики Центральной Азии позволяют себе так довольно жестко разговаривать с Путиным, прям мы видели это, что называется, даже лицом к лицу. И я думаю, что эти процессы будут усиливаться, потому что Путин же, начав эту войну против преступной агрессии против Украины, он явно пытался взять вес не по силам. Он, конечно, ожидал совершенно другого поворота событий, но то, что произошло, явно ему не под силам. Не под силам ни России как государства, ни Путину как личности, как диктатора. И Путину, как я уже говорил, человек уже пожилой, ленивый, сибарит, он не привык много работать в режиме, знаешь, как война, да, как можно посмотреть, как работали лидеры и фюреры, там, неважно, стран, разных стран во время Второй мировой войны, да, антигитлеровской коалиции и гитлеровской коалиции. Они, конечно, пахали как лошади. А Путин продолжает, в общем-то, свою обычную размеренную жизнь. И он не готов быть лидером в воюющей нации, объединить ее куда и так далее. Максимум, что он может сделать, это вот такие вот провокационные террористические акты, которых недостаточно для того, чтобы сформировать нацию, скрепленную единой такой военно-политической волей. И Россия как страна тоже на это не способна, потому что она не способна на такую победить в такой тяжелой войне, потому что по многим причинам, и потому что бюрократический аппарат неэффективный, потому что армия бюрократизирована и тоже неэффективна. Ну и по многим другим причинам. Поэтому я считаю, что не сможет он ничего сделать, и его режим в этом смысле обречен, и другие республики, типа Молдовы или другие республики постсоветского пространства, у них просто уже рычагов, ресурсов не хватит на то, чтобы там что-то серьезное сделать, да, чтобы их опять загнать в имперское стойло. Ось твоїми словами про Путіна, як про сібарита, як про людину, яка не спроможна бути справжнім Гітлером, іти до кінця, ти сам просто напросився на запитання стосовно ядерної бомби. Бо все ж таки він дає це зрозуміти, і тут і розмови з Францією про це свідчать, що в нас є ядерна зброя, ми можемо застосувати її.
І таким чином, ну тут, якщо уявити, що він застосує ядерну зброю в будь-якому вигляді, насправді там це може бути тактична ядерна зброя, але вона все одно дуже потужна. Це все одно прозвучить. Або вже стратегічна ядерна зброя, ну тут вже ядерна війна, там повномасштабна тощо. Так який ефект може бути? Ну, по-перше, налякати, показати, довести, що він не просто так шантажував, що він може це. По-іншому, ну сказати, що я такий, я божевільний, мені немає куди відступати. Я готовий далі продовжувати, якщо ви будете мені відповідати на цю атаку. Так, ну і останнє, я думаю, що це якось об'єднає таким загальним злочином, общим преступленням усю націю. Тобто, де-факто він зробить кожного росіянина відповідальним за застосування ядерної зброї, де б це не було, яким масштабним би це застосування не було. Чи може він вдасться до такого, на твою думку? Чи це просто от початку до кінця лише його блеф? Нет, ну смотри, у него ядерное оружие, конечно, есть. И это очень негативный фактор, который мешает миру, в общем, скажем так, эту угрозу глобальную, которая исходит из Кремля, ликвидировать. Это, безусловно, так. Это в том числе пугает и сдерживает западных лидеров, того же Шольца и многих других. С одной стороны. С другой стороны, я не думаю, что они готовы применить ядерное оружие. Если Путин действительно сошел с ума, это я вполне могу предположить. Но для того, чтобы осуществить, реализовать использование ядерного оружия, а ведь это начало ядерной войны, потому что не только у них ядерное оружие есть, но и ядерное оружие есть у Запада. И если Россия применит ядерное оружие, это даст карт-бланш на ответные действия со стороны западных стран. Вот, то люди, которые окружают Путина, они не могут они сразу все сойти с ума. Они не для этого столько лет так энергично и демонстративно воровали. Да? Они же, об этом даже Патрушев говорил в открытую, они же как бы создали новое дворянство. Они сделали карьеру своим детям. Они накопили огромное количество капитала и так далее, и так далее. Не для этого они все это сделали, чтобы это быстро в один там день бросить в топку ядерной войны. У них планы на будущее, понимаешь? А я думаю, что они не готовы все-таки. То, чтобы, как говорил Путин, да, попасть в рай. У них, скажем так, ситуация близкая к райской на этой земле уже. И они не собираются в какой-то... А там неизвестно, что будет, куда попадешь, в рай, ад или куда-нибудь вообще непонятно, на планету Неабуру. Ну і останнє запитання. Я дуже хочу, щоб ти сказав це українцям. Ігор Ейдман, знову ж підписуйтеся на його телеграм-канал Ейдман Ньюс і на всі ресурси, де ви бачите Ігоря. Завжди цікаво. Написав декілька дописів на підтримку рішення Українського інституту національної пам'яті на чолі з Антоном Драбовичем, який, до речі, зараз в десантно-штурмових військах, він військовий, але він і діючий голова інституту, і там багато експертів. Вони зробили висновки, що такої постаті, як Булгаков, в історичній пам'яті України не може бути, бо він українофоб. А ти написав про це. Скажи, будь ласка, в чому твоя аргументація? Чому ти підтримав це рішення українське? Да, хороший вопрос. Я действительно об этом написал. И я об этом писал уже еще много лет назад. Еще в 2014 году, когда не было, в Украине сейчас даже дискуссии на эту тему. Почему? Я сейчас поясню. Был такой сериал по Белой гвардии. Я, конечно, Белой гвардии читал еще в детстве, в подростковом, по крайней мере, возрасте, и потом смотрел неоднократно в разных театрах «Дней Турбиных». Но когда я решил посмотреть этот сериал, я просто, что называется, во-первых, освежил в памяти, а во-вторых, понял, как это интерпретируется сейчас в сознании россиян. Это был абсолютно вот этот сериал «Белой гвардии», который шел по российским федеральным каналам, примерно в начале десятых, это чистой воды нацистская пропаганда. Вот в стиле нацистского фильма «Еврей из Юз». Это разжигание ненависти по национальному принципу. Там как бы две группы героев. Прекрасные, благородные русские дворяне-офицеры и совершенно жуткие, подлые, жадные, жестокие, какие-то даже эстетически отвратительные украинцы, которые, значит, этих офицеров, которых там называют петлюровцы, и их как бы народ тоже там показан, как вот украинский народ, как массовка, да, которая поддерживает этих петлюров. Это чистая нацистская была пропаганда. Конечно, у Булгакова это не так жестко, но и в Белой гвардии, и в некоторых рассказах
сказок, особенно в одном, сейчас название его не вспомню, в принципе, есть то, что развилось вот в эту фактически нацистскую пропаганду. И уже в тот момент я понял, что практически... Да. Но я в тот момент я уже понял, что нападение Росії путінської на Україну практично неизбежно. Тобто через Булгакова, через те, що вони цим користалися. До речі, за версією Леся Подерев'янського, він не репресував Булгакова саме через те, що він бачив, яку користь він має від його творчості, в плані стримання української нації, в тому числі українського духу. І дуже ганебно, до речі, що деякі журналісти, типу там Ксенії Ларіни або там Євгена Кисельова, в етерах, в Ютубі так про це говорять, нібито взагалі війни не існує української, нібито вони не бачать причинно-наслідкових зв'язків. Дякую тобі, Ігор, за те, що ти їх бачиш. І для того, щоб бути з Україною, геть не обов'язково бути українцем. І ти кажеш абсолютно ті самі речі, які каже мені там Лесь Подерев'янський або інші там українські інтелектуали. Тобто у справжніх чесних інтелектуалів у них немає розбіжності тут, бо зрозуміло, що від чого залежить і що є наслідком чого. Дякую тобі, друже. До нових зустрічей. Там 30 секунд є, можеш щось сказати, якщо встигнеш. Слава Україні! Героям слава. Дякую тобі за те, що ти щира людина. Ось бачите, людина, яка не є українцем, яка, до речі, в Україні не була, приїжджає вже в Україну. Так, на нашому боці. Я думаю, що кожен інтелектуал, кожна чесна людина взагалі у світі, вона має бути таким, як Ігор Ейдман, а не ніяк інакше. Дякую вам усім за те, що ви дивитесь телеканал АТР. Дивіться АТР далі, допомагайте 48-му окремому штурмовому батальйону імені Номана Челебіджихана. Заходьте завтра у середу 18:00 за Києвом на середу русофобів. Я, Бабченко, Андрій Соломко. Знаєте, де нас знайти. Донатьте на Збройні Сили. На все добре.